Biz sizning bilan bugun darsda tekst turida сөйләшәбез. Шестиклассников Кызылярской школы по праву называют первооткрывателями. В этом году они учатся по новой программе, но по старым учебникам. Закупить обновленные в школе смогли только для первых и пятых классов. Теперь учителям приходится менять учебный план и самим готовить раздаточный материал. Учителю работу усложняет, потому что долго надо готовиться по новой программе. У нас в начале года совершенно новые темы. На все школы Бавлинского района из республиканского бюджета выделили 7 миллионов рублей. Кызылярской школе на новые учебники досталось 258 тысяч. Этих денег на всех не хватило. Пока полностью обеспечены первые, вторые и пятые классы. Когда выделят средства, сразу закупим для среднего и старшего звена. Дети пока учатся по учебникам прежней программы. Но все-таки первоклассники, они только пришли, то есть начало учебного процесса, поэтому мы взяли для первоклассников. И у нас среднее звено, это основная школа, начинается с 5 класса. Открываем страницу 34-35. Повторяем с вами подлежащие и сказуемые. Второклассники Лаишевской второй школы разбирают состав предложения. Задания прописаны в новых учебниках. Их школа заказала еще в мае. В Лаишево 27 школ. В них обучаются почти 8 тысяч учеников. К новому учебному году для них закупили 17 723 учебника. На это из республиканского бюджета было выделено 11 миллионов 760 тысяч рублей. В этом году школы сами считали, сколько нужно учебников. Но и этого оказалось мало. В 7 школах Лаишева учебников на всех не хватило. Проблемы, конечно, есть с обеспечением учебников. Это касается в первую очередь школ, которые находятся близко к городу Казани. Потому что очень много семей переезжают. Естественно, они обустраиваются в наши школы, в наши поселения. И вот в связи с этим у нас появляется нехватка. Из муниципального бюджета на сегодняшний день выделено 1 600 000 с лишним денег. В этом году новый федеральный образовательный стандарт определил и новый перечень учебников. В нем 3 раздела. В первый вошли обновленные учебники, во втором указаны разрешенные сроки использования прежних книг, в третий вошли те, которыми можно было пользоваться только до августа этого года. У нас есть документ о нормативном финансировании. В среднем в этом году выделяется более 2000 на одного школьника. По словам специалистов Минобра, обновленными учебниками обеспечены почти все начальные классы республики. Для средних и старших есть время до 2025-го. К этому сроку все учебники в школах должны соответствовать обновленному перечню. Один комплект учебника чуть дороже прошлогоднего, конечно, но где-то 750 рублей. Путем простой математики мы подсчитали стоимость одного комплекта 750 рублей. Из бюджета на одного ребенка выделяется порядка 2000 рублей. Это значит 2,5 учебника на одного ученика. И становится понятно, почему всем не хватило. Сегодня у нас у Булата 5 уроков. Это русский язык, окружающий мир. Мама Булата показывает набитый учебниками портфель. Сегодня будет и русский, и математика, и английский. Школа практически всегда снабжает нас учебниками. Это прям плюс. Ничего не покупаем. В школе учебники все в хорошем состоянии нам достаются. В то время в Дагестане, пишут СМИ, вместо 14 учебников выдали 4. Остальные просили докупить самим родителям. Мы запустили опрос в соцсетях. 58% сообщили, учатся по старым книгам. 32% обещали, что скоро выдадут. 10% предложили скинуться самим. Опросили и родителей у школ. У нас нет, не просили. Школа обеспечивает всеми учебниками. Учебники новые, хорошие. Ребенок уже в 3 классе учится. За эти 3 года ни разу не покупали ни рабочие тетради, ни обычные книги. То есть школа полностью обеспечивает всем необходимым. Единым с этого учебного года для всех 10 и 11-классников России стал учебник истории. В Татарстане его закупили больше 32 тысяч экземпляров. На это из бюджета республики направили 43 миллиона рублей. По словам специалистов Минобра, в России хотят создать золотой стандарт учебников по 6 предметам. Это математика, русский язык, история, география, химия и физика. Алия Хайрудинова, Аделя Закирова, Рамзиль Гарипов, Игорь Хабибуллин, ТНВ, Татарстан.